Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за ваши прекрасные реакции в виде лайков и комментариев, а также за вашу помощь и вашу поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что ждет, что по судьбе с минуты на минуту, со дня на день. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим, что покажет, о чем нам расскажет песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Разговоры у вас идут. Много-много важных разговоров. Много-много какой-то полезной, нужной и своевременной информации. Разговоры у вас будут как приватного характера, то есть с глазу на глаз, так и, например, через интернет, при помощи интернета. Телефонная связь, переписка. Даже, возможно, как информация из медиа, да, там телевидение, что еще может быть, там, радиовещание, да, откуда-то очень много информации на вас просто вот как лавина, информационная лавина на вас идет. Возможно, кто-то из вас прямо таки получит все ответы на все ваши вопросы. Но вы станете гораздо богаче. Вот в информационном плане вы становитесь богаче. Какие-то вещи для вас станут ясными, понятными. Кто-то благодаря информации поймет, куда двигаться, чем заниматься, за что браться, за что не браться, да, от чего отказаться. Кстати, если вы в паре в отношениях, то, возможно, вы лучше начнете понимать своего партнера. Поймете, что конкретно ему нужно, либо как нужно себя вести с ним. Может быть, какие-то штучки там психологические попробуйте на нем, и это все будет работать. Здесь информация, и информация, которая приносит вам радость, приносит вам благо и приносит вам благополучие. Так, еще с минуты на минуту. Чему-то вы очень-очень сильно порадуетесь. Опять же, услышите, увидите, получите, вы все разные. Но вот идет радость. Радость неожиданно резко входит в ваш дом, входит, наполняет ваше сердце. Чему-то, либо кому-то порадуетесь. Очень приятный момент. Так, здесь две женщины, третью обсуждают. Но это вы с кем-то будете третью женщину обсуждать. Не то чтобы вы злословите, да, вы просто общаетесь, и да, возможно, как накипело, наболело. Здесь даже не обсуждение, а как поделиться своей мыслью, да, либо высказать то, что болит. Может быть, вы не согласны с поведением какой-то женщины, либо поведение такое, знаете, отравляющее, токсичное. И то ли вы кому-то жалуетесь, то ли вам кто-то жалуется на эту женщину. Но в любом случае вы об этом поговорите. Вы все обсудите, может быть, даже какую-то новую информацию получите, а может быть, даже заручитесь чьей-то поддержкой. Человек скажет: ну, не переживай, я с тобой, там, вместе прорвемся, вместе ее там на место поставим. И так может отыграться. Так, еще буквально в ближайшие дни кому-то сон приснится. Сон — вещи, сразу предупреждаю. Вот то, что приснится, то и будет. Поэтому старайтесь, запоминайте свои сны. Если не умеете трактовать, ну, в интернете сейчас все можно найти, да? Поищите значение именно в интернете, вы все найдете. Но мне идет сон вещи, да, сон в руку. Так, еще у меня здесь женщина что-то делает с какой-то одеждой, то ли примеряет, то ли покупает, то ли, может быть, она ее шьет, то ли вяжет. Что-то вы делаете с одеждой, и одежды очень много. И у вас улыбка на лице, то есть вам приятно то, что вы видите, то, что вы делаете, то, что вы имеете. Очень приятно. Может быть, как обновляете свой гардероб, может быть, вы кому-то будете эту одежду отдавать, продавать, передавать, да, но у вас улыбка идет, улыбка. Так, здесь к какому-то человеку вы меняете свое отношение. Кстати, не только отношения меняются, но и поведение ваше в сторону этого человека.
Возможно, человек вами пользовался вашей добротой, вашей добропорядочностью, вашим добрым отношением. И также тем, что вы, ну, такой милостливый человек, да, милосердный, милостливый человек. Здесь отношение ваше меняется из доброго на жесткое. То есть жесткое вы больше терпеть не будете. Вы больше не будете никому давать собой пользоваться, и уж тем более вытирать об себя ноги. Здесь достаточно принципиальную позицию займете и будете правы. Человека точно поставите на место. Вот как-то резко, жестко и своевременно у вас это все происходит. Так, где-то ревность проскочит у женщины замужней. Ревновать вы будете мужа, причем ревновать кому-то из, ну, я не знаю, это может быть женщина-родственница, может быть, это просто какая-то знакомая женщина, но там фривольное поведение идет. Знаете, такая вот там будет цепляться, либо, ну, например, там у вас какие-то планы с вашим мужем, а его мама говорит: вот, а нет, приди там и что-то сделай, помоги, там еще что-то. И вы такая: ну, с чего это? Да, с чего это он должен приходить? Ну, будет прям складываться мнение, что эта женщина специально пытается внести диссонанс в ваши взаимоотношения. И, конечно, вам это тоже не понравится. Значит, девочки, не молчите, не молчите. Говорите то, что думаете, то, что чувствуете. Вот. И не только мужчине высказывайте, но и этой женщине тоже можете сказать, либо просто взять эту женщину, там, отвести куда подальше и пару ласковых ей, да, чтобы отбить у нее желание лезть в вашу семейную пару. Так, те, кто не в паре, не в браке, но вот есть симпатия, тоже могут испытать, но тут уже как не ревность, а, ну, давайте так, немножко легкую обиду вы можете испытать на своего возлюбленного, да, либо на того, кто вам нравится, симпатичен. Человек, ну тут занят человек мне идет, у него вся спина загружена, причем тяжелыми палками. Да, человек может быть занят на работе, может быть, он менее будет с вами общаться, либо менее вам улыбаться. Может быть, даже так сложится, что вы не сможете увидеться или не сможете пообщаться. Ну, вы там смс-ку какую-то написали, а он молчит. И вы сидите такая, думаете: ну все, он точно загулял, да, кого-то другого взял. Но, девочки, нет, здесь мужчина очень загруженный мне идет. Очень много работы, и работа тяжелая, работа ответственная, и все нужно как-то успеть. Да, поэтому он и не обращает, скажем так, на вас внимание, либо не дает вам должного внимания. К вам он совершенно не поменялся, никого другого у него там не завелось, просто много сложной работы, либо большая ответственность там на него возложена. Так, еще пьяненького вижу мужчину. Пьяненький мужчина, такой, знаете, на веселе, да, про таких говорят, на веселе. Девчонки, увидели, что он выпивший, да, вот пришел там жених, либо ваш муж, попросите у него денег, вот поверьте, не откажет, даст больше, чем обычно. Деньги у него будут. И эти деньги вы там, ну, либо используете по назначению, либо припрячьте, но ему же на алкоголь меньше достанется. Да, он в хорошем расположении духа, он веселенький, вы попросите, он даст. Не скромничайте, когда будете просить. Так, кому-то нужно будет экстренно куда-то собраться и поехать. Ну, просто вот в один момент впрыгнуть в лодку и поплыть. Вы такие ситуации очень не любите. В таких ситуациях вы очень нервничаете, вы начинаете суетиться, у вас мысли путаются, вы можете что-то забыть. Забыть какую-то вещь дома, либо, например, в общественном транспорте что-то забыть. Старайтесь себя контролировать и все проверять. Хоть пересчитывайте, да, все ли у меня есть, сколько предметов. Там 3: шапка, сумка, перчатки, да, 3. На месте, все, едем дальше. И также, когда вы собираетесь, сядьте спокойненько, поразмыслите, что вам нужно с собой взять. На месте ли кошелек, на месте ли очки, на месте ли телефон. Да? Вот все пересчитывайте и пересматривайте. Это очень важно. Потому что вижу, что вы как в панике что-то можете забыть или потерять, не дай бог. Так, кому-то зарплатка придет. Зарплата, выплата, деньги. Ну, как вы обычно деньги получаете. Пенсия, да, вот что-то придет. Вовремя придет, но мало. Ну, ваше ощущение, да, мало, хотелось бы больше. Вот, но главное, что придет. Так, кому-то дети, внуки сделают хорошее настроение.
То ли придут, то ли позвонят, то ли какое-то общение состоится, может быть, какой-то подарочек передадут. Либо вы что-то будете для внуков делать, тоже поднимать себе настроение. Такой прям лучик счастья у вас идет. Так, а еще у кого-то что-то болит. Болит, причем я не могу понять, то ли спина, то ли ноги. А может быть даже и шея, позвоночник. Что-то болит. Вот сзади у вас что-то болит. Смотрите, что-то новенькое попробуйте. Либо какие-то новые таблеточки, либо какие-то новые мази. Может быть, вообще какой-то подход лечебный попробуйте. И вы знаете, оно, конечно, не супер, но действует. Действует. Вы поймаете себе на мысли, что ага, ну, легче, работает. Да, надо пробовать, надо еще принимать. Прям понравится. Да, вам понравится, эффект вы будете ощущать. Еще раз говорю, это не панацея, это не стопроцентное там исчезновение, исцеление, но эффект вы ощущаете, и вам это нравится. Так, здесь вы резко от чего-то отказываетесь и за что-то новое беретесь. Почему вы откажетесь, я не могу сказать, а вот новое, прям загоритесь этим новым. Настолько вас это впечатлит, настолько вам это понравится, что вы прям скажете, все, нет сил терпеть, занимаюсь этим новым. Как переключаетесь с одного на другое. Но вы знаете, это правильно, это хорошо, это для вас вот успехом пахнет, либо хорошими результатами. Да, переключиться, от чего-то отказаться, за новое взяться. Так, здесь у меня, кстати, человечек в клетке сидит. Клетки. То ли вы сами себя в эту клетку посадили, то ли кто-то вас посадил. Смотрите, у вашей клетки дверка открывается, то есть возможность куда-то сходить, где-то побывать, с кем-то пообщаться. Не пренебрегайте этой возможностью, а используйте. Используйте и все, и точка. Это важно, для вас это важно. Для вашего душевного состояния это важно. Выходить, общаться, видеть новых людей, дышать, в конце концов, свежим воздухом. Это нужно. Так, кто-то будет за вами гоняться. Причем гоняться, вы убегаете, за вами гонятся. И человек прям по пятам у вас бежит. Куда бы вы ни побежали, везде вас пытаются настигнуть. Но опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что мужчина к вам пристанет, да, начнет предлагать себя красивого, сексуального, да, вот прям, ну, гоняется за вами, да, вот давай знакомиться, давай там обменяемся телефонами, либо я там тебя люблю, я тебя хочу. А у кого-то отыграется, что это какой-то навязчивый человек, например, да, просто пример. Что-то вам хочет навязать, продать, вручить, врулить, всулить. Да, и будет прям за вами бегать. А может быть, и хочет что-то у вас получить, от вас получить, да, и будет бегать за вами и просить. Но я вижу, что вы прям бегаете, скрываетесь от этого человека. Так, человек вышел еще один, у которого скелетик от рыбы в руках. Ну, я так понимаю, что этот человек вам должен денег. Человек придет, ну, по скелетику это точно будет просить отсрочку по долгу. Да, так и скажет, что вот извини, денег нет. Но хоть честно придет, хоть честно вам это скажет. И я так понимаю, что вы будете давать отсрочку. Конечно, деньги вам нужны, но раз нет, то что вы же не будете требовать, чтобы там пошел почку продал, да? Вы, скорее всего, согласитесь на отсрочку. Так, тут ваши слова кому-то будут передавать неправильно. Неправильно передавать, неправильно трактовать. Смотрите, кто-то хочет вас с кем-то поссорить. Где-то вы что-то высказывали, либо о чем-то говорили, о ком-то, скорее всего, да, не о чем-то, а о ком-то говорили. И вот этот человек пытается воспользовать, все перекрутить, все запутать и выставить вас в дурном свете. Вот, смотрите, на вас кто-то скоро обидится. Обидится так, что человек просто будет вас игнорить, не будет с вами общаться. Вы, пожалуйста, в позу не становитесь, не повторяйте, да, не зеркальте эти действия, а старайтесь разобраться. Здесь явно идет какая-то подрывная деятельность и хотят рассорить вас с этим человеком. Видите, что кто-то перестал общаться принципиально, да, задавайте вопрос до конца. Почему ты со мной не общаешься? Что случилось? Какая кошка между нами пробежала? В чем твоя претензия, да, почему ты на меня окрысился, обиделся?
Пока не докопаетесь до сути, с человека не слезайте, потому что явно вас хотят поссорить, явно вот человек будет пытаться, и если у человека это получится, то, извините, это очень неприятно, и вам это может навредить и сейчас, и в будущем. Вот поссорят вас с кем-то, либо кого-то как принудят думать о вас плохо, хуже, чем оно есть, да, ну то есть какие-то мысли, чтобы вас там, не знаю, опозорить, оклеветать, очернить. Есть такое, подрывная деятельность. Человек впрямую ничего не может вам сделать, но, пользуясь такими хитрыми моментами, может вас ссорить с вашими дорогими, близкими людьми, начальниками, не знаю, там, коллегами, просто с хорошими людьми вас ссорить. Это может быть. Так, еще почему-то мне идет какое-то странное строение, странной формы дом, здание, странной формы. Вы туда будете ходить, либо оттуда к вам кто-то будет приходить. Для вас это хороший знак, для вас это хорошее начинание. Может быть, не все так просто, может быть, там будут какие-то вопросы, может быть, нужно будет что-то сделать, доделать, либо переналадить, но тем не менее, здесь завязываются очень плотные связи. Они будут долго завязываться, но потом они долгоиграющие, то есть в долгу это все будет. Вот, потерпите, там сильно не психуйте и, конечно же, держите себя в руках. Поверьте, это выгодно прежде всего вам. Странная какая-то архитектура, и здание, оно такое высокое, но какое-то, не знаю, прямоугольное, что ли, кубик какой-то, крыша какая-то необычная. Вот, либо туда вы пойдете, либо оттуда к вам кто-то придет. Так, с левой стороны вам кто-то захочет помочь, но люди то ли они не понимают, что они делают, не уверены в том, что они делают, либо не умеют это высказать. Будет казаться, что они просто лезут в вашу жизнь с какими-то глупыми, тупыми расспросами. Вы, пожалуйста, не психуйте, не нервничайте, а задавайте вопросы прямо в лицо. Вот что конкретно вам нужно, что конкретно вы хотите. Вот. Люди какие-то странные, это мужчина и женщина. Возможно, они не молоды, да, старше, чем вы по возрасту. И вроде как и помочь хотят, но как-то делают это бестолково. Бестолково, наоборот, как раздражают вас. Дурных мыслей у них нет. Хорошая мысль, но реализация хромает, очень сильно хромает. Так, еще для кого-то идет прорыв, разрыв, либо прорыв. Смотрите, и так может отыграться. Разорвать, перервать какую-то злосчастную цепочку действий, да, которые не приносили вам ни радости, ни удовольствия, наоборот, как разочарование, боль, и вообще тяжело было это все делать. Но а прорыв, если мы говорим о прорыве, это все-таки выйти на какой-то новый уровень на работе, в своей деятельности, в своем профессионализме, мастерстве, в отношениях с кем бы то ни было. Очень положительный, кстати, знак. И это случится буквально вот со дня на день. В ближайшие 2-3 дня это случится. Очень будет неожиданно, но очень-очень для вас приятно. Так, мои хорошие, спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.